В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. 14 мая в Москве состоялось торжественное открытие чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На церемонии открытия присутствовал и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который в числе других глав государств наблюдал за ходом первого матча чемпионата сборной России и Саудовской Аравии. Российские футболисты победили с крупным счетом 5-0. Для всех любителей футбола в Сухуми на стадионе «Динамо» открыта фан-зона, где ежедневно после 15 часов на большом экране будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018. Вопрос о списании части недвижимости имущественного комплекса санатория имени Ленина Николая Смитского планируют обсудить на ближайшем заседании Кабинета министров Абхазии. О какой части идет речь и не будет ли списан сам памятник архитектуры? В интервью нашей программе прокомментировал глава Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия. Что касается списания некоторых зданий на территории бывшего санатория Смитского, там списываются здания постройки 60-х годов 20 века. Никакого они отношения к памятникам истории не имеют. Это подсобные помещения, бывшая столовая, бывший гараж, ну, не буду называть остальные вспомогательные помещения, которые списываются. То есть никакого списания памятников архитектуры, историко-культурного наследия на территории бывшего санатория Смитского нет. Могу с полной ответственностью это сказать, потому что там есть акт списания межведомственной комиссии, председателем которой являюсь я, мой заместитель. Поэтому кто беспокоится о списании историко-культурного наследия, на этой территории могут быть спокойны. В Сухуми закрыл занавес 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Фестиваль уже 4-й год подряд собирает почитателей творчества знаменитого писателя. Организаторы культурного мероприятия – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера. Торжественное открытие фестиваля состоялось 14 мая премьерой спектакля «Широколобый» по отрывку из произведения Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» в Русском государственном театре драмы. В рамках фестиваля в Сухумском доме юношества прошел художественный конкурс детского рисунка «Грушевый компот». Название конкурса определил литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Кроме того, во дворе дома юношества растет та самая груша, плоды которой стали источником философских размышлений главного героя детских рассказов Фазиля Искандера – Чика. В заключительный день фестиваля состоялся показ короткометражного анимационного фильма «Мальчик и война» по одноименному рассказу Фазиля Искандера. На премьере находилась и наша съемочная группа. Нисфа Аржба поделится впечатлениями. Мальчик был начитан для своих 12 лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумнее и разумнее. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивные и просты, как дети. И это было смешно. Ему казалось, что люди с веками становятся все разумнее и добрее. И теперь он вдруг в этом разуверился. «Мальчик и война» – это мир взрослых глазами ребенка. Название рассказа несколько необычное, потому что дети и война – понятия несовместимые. Так, накануне премьеры о своей работе говорила журналистам режиссер Мадина Аргун. И действительно, рисованные герои с большого экрана малого зала Абхазского драмтеатра говорили о совсем не детских вещах. О смысле жизни, о добре и зле, о горе, которое приносит война в каждый дом по обе стороны. Мне кажется, легко с Фазилем Абдуловичем работать, если ты покоряешься ему. Если ты не хочешь делать что-то выше своей режиссуры или, там, я не знаю, а если ты идешь за ним, то это очень увлекательный процесс и интересный, и ты не в проигрыше. Как бы, вот я не знаю, как бы сегодня зритель не оценил, а тот путь, который выбрала я и моя команда, я не одна делаю этот фильм, он нас на сегодняшний день удовлетворяет. Да? Вот мы получили, правда, большое удовольствие. Сначала Мадина Аргун хотела поставить спектакль, позже думала снять художественный фильм. Но все было не то. Режиссер понимала, для того, чтобы показать войну сквозь призму детского восприятия, именно так, как задумывал Искандер, нужна совершенно иная форма.
Я пробовала уже ставить Фазиля Абдуловича, его вещь в театре драматическом, да, был такой опыт. И в этот раз вроде бы поначалу эта вещь, рассказ «Мальчик и война», вроде подавалась некой такой сценической версии, варианту такому сценическому, может быть, не совсем как драматический спектакль, может быть, как некая синтетика, некая такая композиция. Но так или иначе, сидя за инсценировкой, я поняла, что тут Фазиль Абдулович диктует совершенно иную какую-то форму, и в итоге вот вылилось в анимационный фильм. Это тоже, его нельзя назвать в чистом виде жанра аниме, в чистом виде жанра мультфильма рисованного. Это опять же некая синтетика, где используется и живопись, и рисунок, и куклы, и аппликации. Всего 30 минут, но за ними колоссальный труд 3 профессионалов – Мадины Аргун, Наалы Авицба и Дианы Допо, которые такой микс жанров попробовали впервые. За внешним спокойствием огромное волнение. Нет, не за качество работы, а за то, как воспримем мы, зрители, экранизированные мысли Фазиля Искандера. Быстро, за короткое время надо было решиться вообще браться, не браться. Но когда мы представили себе, как это можно сделать и вообще, как это может происходить, конечно, соблазн такой сильный нас поглотил. И мы решили снимать, и попробовали сперва какие-то сцены, порепетировали, как это вообще технически сделать. Сделали выводы из этих тестовых съемок, и потом уже какой-то путь наметили и погрузились просто в это безвылазно, сутками, ночами, не знаю. Фазиль Абдулович тот автор, за которым надо идти. Его, к примеру, на монтажной дорожке, на монтажной ленте хочется сделать там паузы. Если, допустим, закадровый голос читает сам Фазиль Абдулович. Он в фильме получился закадровым, а так это аудио, да, он читает, зачитывает этот рассказ. И это ведь не актер, которого я попросила, здесь синтонируй так, здесь так. И поэтому очень многое, что та визуализация, которую видят сегодня зрители, которые в этом фильме, это то, что он нам продиктовал. Несколько недель круглосуточной работы вылились в фильм, который озвучивал сам автор. Немного в растяжку, а кое-где и спеша Фазиль Абдулович рассказывал нам историю дней минувших. Освобождение Гагры в 1992 году. О страшной и кровопролитной войне, которую выиграл наш народ. Рассказывал глазами 12-летнего мальчика. Это фильм полноценный, потому что он выполнен в том жанре, в каком он есть, великолепно. То, что вам, в общем, достаточно молодым людям это удалось, говорит о том, насколько глубоко вы погрузились в этот материал. На самом деле снимать писателя, у которого есть свой стиль, на самом деле очень сложно. И вот вам удалось дополнить этим лаконичным, мужественным повествованием сам рассказ. То есть просто браво. Честно говоря, я приятно удивлена. Каждый фестиваль – это погружение в творчество Искандера. Это новые интересные творческие инициативы. В 4-й раз почитателям таланта знаменитого писателя предлагаются самые изысканные, а порой неожиданные постановки. Фестиваль завершился новым началом, я бы сказала, потому что как раз последний день фестиваля он обозначился премьерой анимационного фильма по мотивам Искандера. Насколько известно мне, анимационных фильмов не было. Но, как мы и говорили на открытии фестиваля, произведения Искандера, они оставили свой след в кинематографе. Но еще одна история, которая очень интересная, очень сложная. Художник, режиссер и оператор, они так сработали в творческой группе и выдали какое-то очень личное отношение к этому произведению. И я думаю, как и все, что делал Фазиль Абдулович,
он как большой крупный писатель умел национальное делать всемирным. И здесь вот эта история есть. Мне кажется, этот фильм, он будет интересен абсолютно везде, потому что здесь вот извечные ценности, и завершается он такими размышлениями мальчика примирения с этим миром, и жить в нем, и делать какие-то правильные дела, и это выбор каждого человека. Он очень, на мой взгляд, светлый, поучительный, очень искандеровский. 3 дня сменяют друг друга на сцене 2 театров – Абхазского драматического и Русдрама. Творцы говорили языком Фазиля Абдуловича о самом для себя важном. Рассказывали по-разному, но предельно искренне, на языке сердца. И этот диалог актеров и зрителей вскрыл очень важные, глубоко спрятанные мысли и чувства. И каждый день фестиваля стал настоящим откровением для всех почитателей таланта великого Искандера. Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, сказал мальчик. Почему, удивленно спросил отец. Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, ответил мальчик. Ведь сейчас неизвестно, люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют. Нис Фаршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В преддверии курортного сезона 2018 года сотни россиян стали жертвами аферистов, которые через подставные сайты продавали липовые путевки в отели Абхазии. Обманутых туристов не бросили в беде, и некоторые ательеры республики вызвались их приютить за свой счет. О том, как ательеры Абхазии поддержали гостеприимный имидж страны души, в нашем следующем сюжете. Запланированный еще зимой отдых в Абхазии обернулся для семьи Ламоновых из Череповца аферой. Игорь Ламонов уже смирился с мыслью о том, что безвозвратно потерял деньги, на которые были куплены путевки в страну души у тех самых злополучных мошенников, когда произошло событие, которое его удивило не меньше, чем сама афера. Когда я нашел группу, в которой происходило общение обманутых, люди соединились в общую беседу, где-то, наверное, в конце мая к беседе к нашей подключился Игорь Жигун, президент гильдии ательеров Абхазии. И он уже начал информацию такую давать, что абхазская сторона готова разместить обманутых бесплатно, по мере возможности. Как-то не очень верилось, конечно, всему этому. И очередной день просто выложили информацию о том, что Апсуатур способна разместить 4 семьи. Как раз даты наши совпадали, то есть билеты у нас были заранее куплены, билеты мы не сдавали. Я дал согласие, мне подтвердили, что да, вы едете, можете собирать чемоданы. Как известно, более 200 российских семей, которые приобрели путевки в пансионаты Абхазии через интернет, пострадали от действий мошенников. Путевки оказались фальшивыми. Эта информация появилась в российских СМИ в конце мая. По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. А тем временем некоторые абхазские отели не остались безучастными к беде обманутых туристов и вызвались принять их бесплатно. Турагентство Апсуатур в их числе. Естественно, для нас это большой минус, потому что это антиреклама полнейшая для Абхазии, и спрос может упасть сильно. Так как мы работаем в туризме, естественно, для нас это тоже было проблемой. Мы понимали, что люди не приедут в связи с таким количеством обманутых людей. Были раньше обманы тоже туристов, мошенники, но это были единичные случаи, потому на это не особо внимания обращалось. Но так как это было на Первом канале и пострадавших было свыше 300 человек, 300 семей, то, конечно же, мы решили среагировать. Идею помочь пострадавшим от действий мошенников активно поддержали Минтуризма Республики, Абхазский союз туризма и гильдия ательеров Абхазии. Абхазский союз туризма призывает отдыхающих впредь быть более внимательными, ведь жертвой мошенников может стать каждый. Грамотно оформленный сайт, многочисленные отзывы, обзорные видеоролики, фотографии, номер счета в банке для перечисления, 100% предоплаты для якобы последующей 30% скидки. Подозрений не возникало даже у бывалых туристов. Вы знаете, по-разному у нас было. Просто мы уже заказывали в Пицунде пансионат «Правда», или как он называется, «Питюс». Совершенно спокойно, все то же самое было, такой же сайт.
И совершенно так вот, ну, также мы бронировали. Ничего вас не насторожило? Ничего практически. Ну, единственная разница, что тогда ссылочка была на определенную турфирму, которая находилась в центре Москвы. И я именно там проплачивала 100%. На данный момент сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Абхазия проводят проверки по ряду обращений людей, ставших объектами интернет-мошенничества, связанного с реализацией жителям России фиктивных путевок на популярные курорты Абхазии. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Энергетика – важная часть экономики любой страны. Каково нынешнее состояние энергетической отрасли Абхазии? Способна ли она удовлетворять возрастающие потребности республики в электроэнергии? И каким образом решаются некоторые текущие проблемы в энергетике? Об этом в репортаже Ирины Аршба. Энергетика, можно сказать, главная отрасль Абхазии, без стабильного функционирования и развития которой невозможно развитие и всей страны. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи по всей республике составляет более 5500 километров. Во всех районах республики функционируют отделения РУП «Черноморэнерго» и филиалы, которые на местах занимаются обслуживанием высоковольтных линий электропередачи и ремонтно-строительными работами. Всего около 1200 энергетиков трудятся в организации. Энергетика – жизненно важная артерия Абхазии, которая сегодня находится не в лучшем состоянии. Об этом говорится много и часто, но ситуация особо не меняется. Чтобы вывести отрасль из кризиса, необходимы огромные в масштабах нашей страны финансовые вложения. В рамках российской инвестпрограммы за последнее время проделана немалая работа. Мощность подстанции 110 киловольт Гагра-1 до начала реконструкции составляла всего 20 мегаватт. Теперь мощность подстанции 50 мегаватт. Инвестпрограммой на 2017-2019 годы также предусмотрено создание автоматизированной системы диспетчерского управления. В ближайшем будущем в режиме реального времени станет возможно наблюдать за тем, что происходит на всех подстанциях страны, и быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. В общей сложности из инвестпрограммы на развитие отрасли выделено порядка 240 миллионов рублей. Кроме того, энергетики страны стараются по мере возможности собственными силами поддерживать энергосистему страны. Так, за последнее время специалисты Черноморэнерго установили в селе Чгярда 35 железобетонных опор и провели около 1500 метров новых воздушных линий. В селе Атара заменено 5 километров линий электропередачи. В селе Чацкыт 3 километра. В селе Челоу Ачимчирского района специалисты Черноморэнерго провели сложную работу по прокладке более 200 метров высоковольтных и 3 километров низковольтных линий электропередачи. Также здесь установили новый трансформатор. В селе Дзюбжа установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 250 киловольт-ампер. Провели около 3000 метров новых низковольтных линий и 1200 метров высоковольтных. Проведены плановые работы по замене опорных столбов линии электропередачи и в Тхорчалском районе. В то же время есть много факторов, которые сегодня тревожат энергетиков, главный из которых – это запитка от единственного источника генерации, то есть Ингургэса. Как известно, в конце 2018 года ожидается закрытие станции на капитальный ремонт на срок от 3 до 6 месяцев. Напоминанием о необходимости ремонта стала недавняя авария, в результате которой затопила турбинный этаж машинного зала. Устранение последствий аварии затянулось на 5 дней. Как будет обеспечиваться Абхазия электроэнергией, все это время пока неизвестно. Но в любом случае понятно, что республика столкнется со сложной энергетической ситуацией. Конечно, наш стратегический партнер Российская Федерация сможет поставить в республику необходимое количество электроэнергии, но за нее надо будет платить по российским тарифам, в то время, когда граждане Абхазии привыкли не платить за потребленную электроэнергию даже по существующей мизерной цене. Ирина Аршба для событий недели. Каково положение дел в энергетике Абхазии, какие сложности она сегодня испытывает и возможные пути развития отрасли, мы обсудим с генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Асланом Басария. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Приветствую вас. Аслан Георгиевич, летом энергосистема работает в усиленном режиме. Что бы вы могли сказать об обеспечении электроэнергии того же Гагарского района? Очень актуальный вопрос в преддверии курортного сезона.
Бесспорно, энергосистема, как вы знаете, это большой комплекс различных мероприятий. Для того, чтобы готовиться к какому-то периоду, нужны определенные временные рамки. И для того, чтобы готовиться в том числе к курортному сезону, нужно после предыдущего курортного сезона проводить огромный комплекс мероприятий различного характера, различного толка. Естественно, если мы говорим про Гагарский район, то в Гагарском районе за последние где-то 2-2,5 года были проведены очень комплексные, масштабные мероприятия. Речь идет о подстанциях, которые снабжают абонентов Гагарского района, и в том числе про распределительные сети. В тех точках, где нагрузки не позволяли адекватным, правильным образом проходить летний период времени, там проведены работы, проводятся работы еще, и, естественно, этого всего в том числе недостаточно для того, чтобы стабилизировать подачу электроэнергии для абонентов. То есть в целом сказать о том, что в течение года, как и всегда, проводились эти работы, бесспорно они проводились, и в принципе достаточно надежно мы можем проходить летний сезон, что в свою очередь не говорит о том, что не могут наступить какие-то аварийные ситуации и так далее, и так далее. Но для того, чтобы решать аварийные ситуации, те задачи, которые перед энергетиками могут встать, нужно иметь как минимум аварийный запас материалов. Но, к сожалению, большому, когда мы проходили в том числе и зимний период времени, государство всегда старается помогать энергоотрасли, но мы получили всего лишь часть денежных средств для того, чтобы сформировать аварийный запас на зимний период времени. И по сей день, мы завезли эти материалы, конечно, по сей день у нас остались долги перед нашими поставщиками. Что касается летнего периода времени, если у нас остались долги по зимнему периоду, вы как понимаете, у нас сложная ситуация с аварийным запасом, и мы, конечно же, ждем поддержки государства в этом вопросе. По комплексному плану шло строительство Гагры-1 и пункта диспетчеризации. Да. Могли бы вы сказать, закончены ли эти работы и каковы перспективы дальнейшие в этом плане? В 2017 году Черноморэнерго выступила субподрядчиком проведения этих работ. Это реконструкция подстанции Гагра-1. По сути, это новое строительство на месте старой подстанции. Это такое мероприятие, как телемеханизация и сигнализация диспетчерского пункта управления. И это приобретение специальной техники. В этом отношении мы давали такие расширенную информацию, но тем не менее Гагра-1 у нас на сегодняшний день фактически реализован на 80%. По сроку сдачи объекта он должен быть сдан до 1 сентября сего года. Работы ведутся, все в рамках плана. Мало того, нам есть чем гордиться в плане реализации таких работ. И если говорить объективно, то таких подстанций с послевоенных времен мы не строили. И сегодня мы можем объективно сказать о том, что это на очень высоком уровне реализовывается этот проект. Что касается телемеханики и сигнализации, фактически проект реализован. У нас в диспетчерском пункте управления стоит видеостена 2 метра на 6 метров, которая показывает, к сожалению, большому, не всю нашу энергосистему, но из 42 подстанций мы видим уже 16 подстанций. Каждое оборудование как себя ведет на месте. Это дает нам более короткий шаг в принятии решений при тех или иных аварийных отключениях или каких-либо других. Соответственно, мы сделали достаточно большой и серьезный шаг к тому, что мы будем соответствовать такому званию, как энергосистема, и будем двигаться еще дальше в этом направлении. Что касается специальной техники, она вся приобретена в рамках лимита 2017 года. Это 3 спецмашины и это 10 УАЗов-фермеров, которыми мы оснащаем наши службы и районные филиалы для более эффективного проведения работ, когда это касается аварийных ситуаций для наших потребителей. Скажите, как часто в летний период случаются аварии и что чаще всего служит их причиной? Вы знаете, дело в том, что это такой, опять же, стандартный процесс. У нас есть очень много нелегально запитанных абонентов. То есть существует домовладение, у которого потребление должно быть как у обычного домовладения, но при этом в этом домовладении как минимум размещают гостей,
устанавливают системы охлаждения, бойлерные и так далее, и так далее. И мало того, некоторые домовладения, которые по документам являются домовладениями, они по факту являются гостиничными комплексами. И, естественно, наши линии, которые доводят электроэнергию до таких абонентов, они физически не могут выдерживать дополнительных нагрузок, по сути, незаявленных дополнительных нагрузок, что приводит к аварийным ситуациям. В связи с этим мы постоянно обращаемся к нашим абонентам на предмет того, чтобы они подключались легальным образом, проводили соответствующие мероприятия в рамках закона, для того, чтобы и у них было достойное и надежное энергоснабжение, так же, как и из-за них, чтобы не происходило то, что у их соседей, которые, предположим, не занимаются бизнесом, было тоже надежное энергоснабжение. То есть, если человек легально подключен, то находятся мощности дополнительные? Если все наши абоненты легально будут подключены к энергосистеме с теми заявленными мощностями, которые они потребляют, ну, фактически аварийных ситуаций не будет. Вот о чем идет речь. Мало того, еще второй вопрос. Если в том числе после этого они оплачивают за электроэнергию соответствующе. Вы неоднократно говорили о том, что объекты энергосистемы нуждаются в обновлении. Возможно ли сегодня глобально решить проблему обновления энергосистемы? Какие выходы вы видите? Для того, чтобы в любом процессе происходила определенная правильная динамика, этот процесс в современном мире базируется на экономике, то есть на экономической модели. В связи с этим, ну, давайте посмотрим на ситуацию. У нас есть тариф за электроэнергию. Тариф за электроэнергию, он, ну, реально занижен. Таких тарифов не бывает. В мире мы на первом месте по стоимости. Соответственно, как в медицине, то есть либо у нас бесплатная медицина, как говорят, но за эту бесплатную медицину платит государство, либо платит пациент, то есть абонент. То же самое в энергетике. Если недостаточный тариф существует, его нужно субсидировать и компенсировать посредством бюджетных денежных средств. Ну, ни того у нас нет, то есть поднятия тарифа, ни компенсации соответствующей у нас тоже не существует. Если существует экономическая модель в энергосистеме, то мы совершенно спокойно и адекватно приведем в полное соответствие международным любым нормам в энергосистеме нашу отрасль. Могли бы вы рассказать подробнее о том, как субсидируется отрасль государством и вообще в каких это объемах осуществляется и вообще осуществляется ли? Вы знаете, на самом деле, если государственные мужи не будут поддерживать энергосистему, мы все останемся без электроэнергии, и эта поддержка, она была всегда. И все зависит, наверное, от тех возможностей, которые есть у государства. Если мы возьмем за основу, ну, предположим, последние 6 лет, то в 2012 году субсидии равнялись порядка 240 миллионов рублей, а в 2013 году это было порядка 200 миллионов рублей, в 2014 году это было порядка 130 миллионов рублей. В 2015 году это было порядка 10 миллионов рублей, в 2016 году 19 миллионов рублей, в 2017 году порядка 80 миллионов рублей. Кстати, вот по последнему году из 80 миллионов рублей 25 миллионов впервые в истории были забюджетированы как компенсация льгот. То есть закон обязывал, но при этом этого никогда не происходило. За счет этих 25 миллионов мы покрыли часть кредита. У нас тоже был кредит в силу того, что субсидии были недостаточно высоки. Ну, вы знаете, что сложности у нас с финансами в государстве. Нам нужно было каким-то образом выходить из ситуации. Мы подали заявку на кредитование. То есть часть кредита мы этим самым погасили. Конечно, этого недостаточно, совершенно недостаточно. И, как мы понимаем, в той или иной степени это все зависит и от курса доллара. То есть, когда курс доллара он повышается по отношению к рублю, получается, что удорожание продукции, да, материалов, оборудования и так далее, и так далее. Я вам скажу, какое видение есть у нас. Мы бесспорно неоднократно обращались с этим видением. В принципе, устно мы слышим эту поддержку. Мы рассчитали экономически обоснованный тариф и говорили о том, что нужно обязательно забюджетировать его компенсацию. Но в силу того, что это достаточно большие неподъемные суммы,
В наших условиях, если мы забюджетируем хотя бы четвертую часть от тех денег, которые мы должны получить, мы сможем стабильно проводить работы и гарантировать, что наши потребители будут в адекватном режиме получать надежное энергоснабжение. А какой тариф был? Средний тариф 96 копеек. Я когда говорю средний тариф, у нас есть разные категории абонентов. То есть есть физические лица, есть юридические лица, есть бюджетные организации, есть уличное освещение. То есть сегодня средний тариф 38 копеек. Так, чтобы было понятно. Мы рассчитали, и в том числе на каком-то этапе в Министерстве финансов нас полностью поддержали, приняли эту тарификацию. Но, к сожалению, большому бюджетированию не произошло. И вот если бюджетировать полностью все те денежные средства, которые мы должны как компенсацию получить, то это в год порядка 1 200 000 000 рублей. Но мы понимаем, что таких денег у нашего государства нет, поэтому, когда я говорю четвертая часть, то есть порядка 300 миллионов рублей ежегодно, если вкладывать в энергоотрасль, как тот тариф, который мы недополучаем, как отраслевики, то мы совершенно смело и спокойно можем заявлять о том, что у нас пойдет очень серьезная динамика. Мало того, эту динамику заметит каждый из наших жителей и получит, наконец, то напряжение, о котором каждый из нас мечтает. 56 миллионов рублей задолжали вам бюджетные организации. Каким образом вы работаете с ними? Как вы пытаетесь получить с них вот эти недостающие суммы, долги? Вы знаете, очень много действительно госструктур и различных государственных компаний должны в адрес РУП «Черноморэнерго», но в силу того, что они, скажем так, имеют в том числе некоторые из них социальную нагрузку, ну, предположим, водоканалы, это связано с водоснабжением, предположим, речь может идти о школах, о детских садах, о тюрьме. Естественно, здесь возникает много вопросов, как нам в этом отношении быть. Но, тем не менее, вот недавно появилось поручение премьер-министра государства взыскивать в бесспорном порядке со всех должников. Мы уже начали эту работу, мы отключили вот Государственную филармонию на днях за долги, мы отключили библиотеку республиканскую за долги. У нас идут инкассовые поручения. То есть мы в бесспорном порядке списываем денежные средства. Ну а ранее в рамках этого поручения, это поручение касалось не только нас, это поручение касалось в том числе и различных государственных структур. Те долги, которые есть у нас тоже есть долги за долгий очень период времени, и период времени, когда я возглавляю, и до меня, потому что как раз того тарифа, который существует, его недостаточно, чтобы покрывать эти затраты. Почему мы говорим в том числе о субсидиях государственных? С нас тоже начали в бесспорном порядке списывать денежные средства за долги. Естественно, мы тоже в вынужденной ситуации находимся. Мало того, у нас есть поручение премьер-министра, мы будем его исполнять, и мы обязаны его исполнять. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям, в том числе госструктур, государственных компаний. Очень вас просим активизировать работу. Мы в рамках этого поручения будем проводить эту работу от выставления инкассовых поручений до отключения этих абонентов. К сожалению, большому речь идет в том числе о таких социальных объектах, которые я перечислил выше. Скажите, пожалуйста, а каков процент вообще госорганизаций платит за электроэнергию, а какой не платит? Вы знаете, у нас по той динамике, которая присутствует, к сожалению, большому, как-то так традиционно идет, что госорганизации, госпредприятия являются одними из самых худших плательщиков. К сожалению, большому, это объективная реальность. Так же, как есть, вначале мне тоже казалось, что это некий миф, что пенсионеры платят лучше, чем все остальные. Но на самом деле это тоже правда, когда речь идет о физических лицах. То есть почему-то самые такие, зачастую незащищенные социальные слои общества более добросовестно подходят к решению государственных вопросов, чем другие категории.
Проблемы электроснабжения в зимний период. Мы все ожидали суровую зиму и ожидали, что будут те же веерные отключения и много неудобств, связанных с нехваткой электроэнергии. Но зима выдалась теплая, веерных отключений не было. Вы могли бы подвести общий итог вот этого зимнего периода, с какими итогами Черноморэнерго вышла, скажем так, из этой ситуации? И хотела бы поговорить о перспективах на следующий год. Вы знаете, очень актуальный вопрос на самом деле, потому что почему-то существует в обществе мнение, что мы готовились к веерным отключениям. На самом деле РУП Черноморэнерго ни разу не заявляла о том, что будут веерные отключения. Другой разговор, что у нас мог сформироваться очень серьезный дефицит электроэнергии, если бы зима была бы чуточку другой. Такой зимой, к которой мы привыкли. Соответственно, мы всегда готовимся к различным видам сценариев. То есть буквально в конце лета, в начале осени мы подготавливаем различные виды тех же веерных отключений, которые возможны, если мы не получим переток откуда-то извне. За перетоки с одной стороны в другую отвечает не РУП Черноморэнерго, это направление, которое ведет непосредственно Кабинет министров, обычно это даже на уровне премьер-министра происходит. И в связи с этим у нас был сформирован один из графиков в случае, если зима будет холодная и не будет того количества воды в Джварском водохранилище, которое должно быть для прохождения зимнего периода, да, какой веер мы можем применить. Ну, эта ситуация не наступила, хотя мы запрашивали переток, абхазская сторона запрашивала переток электроэнергии у Российской Федерации. Там было очень много согласовательных процессов. Наконец, уже в начале марта 2018 года мы выехали на переговоры. Руководителем делегации был премьер-министр на тот момент Беслан Константинович, был первый заместитель администрации президента Шамба Дмитрий Михайлович и я. Встречались на уровне вице-премьера правительства Хлопонина, плюс там был министр по делам Северного Кавказа, замминистр энергетики Российской Федерации, представители администрации. И в силу того, что мы заявлялись, и у российской стороны не было понимания, мы изъявили желание и пригласили специалистов Минэнерго посетить объект и посмотреть это собственными глазами. В связи с чем была сформирована группа из 4 человек с Минэнерго Российской Федерации, которые посетили не только Ингургес, но и посетили плотину Джварского водохранилища, и после этого они не просто подтвердили, что этот переток нужен, а сказали, что ситуация даже еще хуже, чем говорила абхазская сторона. Были договоренности о том, что на уровне 440 метров пойдет уже переток из Российской Федерации, но так получилось, что в марте месяце 2018 года у нас пошел приток, которого не было последние 8 лет. То есть в динамике, чтобы было понимание, с 2011 года по 2017 год приток воды в водохранилище в среднем был 60 кубов в секунду. В этом году было 123 куба в секунду в марте. И в 2010 году было 125 кубов в секунду. То есть это очень редкое явление. И действительно нам всем повезло в этом отношении. Но тем не менее, обычно приток воды, да, и паводок, он начинается в начале апреля, в середине апреля он обычно уже стабильно ведет себя. В связи с этим мы прошли достаточно хорошо этот зимний период. Бесспорно, я как-то в одном из интервью сказал, что с Божьей помощью это произошло. То есть это не системная ситуация, это ситуация, которая по сути повторилась через 8 лет. То есть верных отключений не было перетока именно из-за погоды. Но не факт, что эта ситуация не возникнет, скажем, в следующем году. Бесспорно. Как вам тоже известно, есть план остановки Ингургеса в 2019 году. Он как раз планируется к реализации с февраля месяца. Приблизительная остановка порядка 3-3,5 месяцев. Естественно,
если наш основной источник генерации не будет вырабатывать электроэнергию, нам нужно каким-то образом компенсировать эту электроэнергию. Мы очень надеемся на наше правительство, что оно сможет договориться с нашим стратегическим партнером для того, чтобы решить вопрос запитывания абонентов Республики Абхазия на этот период времени. В силу того, что могли бы наступить в других условиях, в том числе такие проблемы, о которых мы говорим, дефицит воды или перегруз линий, раз уж мы и так будем получать этот переток, то мы должны достойно пройти зимний период времени, если, конечно, эти договоренности увенчаются успехом. А насколько дорого нам обходятся эти договоренности? Это не моя компетенция, но я могу прокомментировать. Приблизительно речь идет при перетоке оптовые цены от 2 рублей 20 копеек до под 3 рубля. Вот, приблизительно до такого диапазона. Это оптовые цены за электроэнергию. При всем при этом у нас розничные цены 40 копеек и 85 копеек для юридических лиц. Когда была авария на Ингургэс, тоже был переток? Когда авария на Ингургэс, тоже, конечно, был переток, но частичный был переток. У нас на этот момент работала перепадная ГЭС-1. Мы, когда зачастую говорим Ингургэс, Ингургэс не один работает на территории Абхазии, работает еще и перепадная ГЭС-1. Аня, как вы видите решение проблемы энергетической безопасности нашей страны? Энергетическая безопасность страны – это комплекс мероприятий. Но для того, чтобы мы достигли такого уровня, чтобы могли смело говорить о том, что энергетическая безопасность нашей страны гарантирована и она стабильна, нужно вернуться к тому, о чем мы с вами говорили. Нужна экономическая модель в энергетической отрасли. Обратите внимание, везде поднимаются тарифы по различным направлениям. Но государство является регулятором этих процессов. Бесспорно, сейчас поднимать тариф за электроэнергию, наверное, этого не произойдет. Но невозможно же работать в той или иной отрасли, если у тебя нет ни материалов, ни ресурсов для того, чтобы решать эти задачи и проблемы. Поэтому нам обязательно нужно бюджетироваться и компенсировать часть недополученного тарифа и помогать энергосистеме. Это единственная возможность для того, чтобы стабильно подавать энергосистеме, подавать нашим абонентам электроэнергию в том виде, в котором они хотели бы ее видеть. Но параллельно с этим я считаю, что энергосистема – это стратегическая отрасль, это важнейшая отрасль, это основной кит, на котором стоит вся экономика и в том числе социальная политика нашего государства. Общеизвестно, что в Абхазии очень много рек, хорошие природные ресурсы, много солнца. То есть можно ли у нас вырабатывать собственную энергию и достаточно дешево, чтобы это было? Строительство каких-то локальных ГЭС, использование той же Сухум ГЭС, Кварчал ГЭС, начать работать по-новому. Возможно такое? Давайте скажем о том, что у нас есть уже свой источник генерации, это Ингургэс. Но не нужно забывать о том, что, получая электроэнергию с Ингургэса, мы не платим ни одной копейки. Что такое Ингургэс? Это производство. Вот может человек в абхазских условиях открыть булочную и продавать хлеб или раздавать хлеб бесплатно? Или может человек построить гостиницу и бесплатно размещать там людей? Не может, мне кажется. Недолго. Поэтому речь идет о том, что если строится какой-то ГЭС или вводится в эксплуатацию, существует тариф за генерацию. То есть этому производству кто-то должен заплатить деньги. А на сегодняшний день мы, как энергосистема, получаем эту электроэнергию бесплатно. Соответственно, тот тариф, который существует, в нем тарифа за генерацию нет, тарифа за производство электроэнергии нет. И говорить о том, что можем ли мы разместить или не можем, можем бесспорно. Но мы возвращаемся к вопросу того, принимаем ли мы правильный тариф и субсидируется ли он государством. Я сегодня еще раз подчеркиваю, я не говорю о поднятии тарифа, во всяком случае для физических лиц. Бесспорно, у нас социально-экономическое положение не позволяет поднимать тариф. Но ни одно направление, известное в любом государстве, не может работать без экономической модели. Соответственно, при создании экономической модели мы можем дальше говорить о создании
гидроэлектростанции, о восстановлении гидроэлектростанций, или, может быть, о солнечной энергии будем говорить. Но это все очень далеко. Нужно начинать с базисных вещей. А базисная вещь – это экономическая составляющая любого производства, эксплуатации, направления и так далее, и так далее. То есть вы считаете, что только госсубсидирование в данном случае может помочь энергетике? На данном этапе да, потому что я не считаю возможным на сегодняшний день поднимать тарифы, ну и не только я, это и государственные мужи, и президент говорил об этом, что ни в коем случае нельзя поднимать тариф для физических лиц. Это позиция, наверное, всех, кто имеет отношение к энергетике, но так не бывает. То есть откуда-то возможности и средства должны приходить для того, чтобы подавать эту электроэнергию для абонентов. А говорить о создании ГЭСов – это прекрасно, это хорошо. Мы тоже, как энергетики, мы за. Но за счет чего будут работать эти ГЭСы? Во-первых, для того, чтобы их привести в соответствие или построить, это достаточно серьезные ресурсы. Это первое. Государство себе это позволить не может, потому что не может позволить себе адекватным образом субсидировать энергосистему существующую. И второй момент. Если приходит бизнесмен, он строит, предположим, гидроэлектростанцию, он же рассчитывает на то, что его товар будет продан. А кто у него этот товар купит, если мы этот же товар получаем бесплатно? Что зависит от граждан, что зависит от предприятий, что зависит от властей в деле стабилизации энергосистемы, скажем так? Ну, что зависит от властей, я уже сказал. Что зависит от граждан, это все-таки проявить свою гражданскую позицию и платить за электроэнергию. Потому что даже то, что платит наш гражданин, этого недостаточно для того, чтобы доводить до этого же гражданина электроэнергию. Хотя, если честно говорить, вы знаете, что наша организация в авральном режиме работает и работает нон-стоп во всех районах. И проводит очень масштабные мероприятия даже в рамках тех возможностей, которые у нас существуют. А что касается именно нашей отрасли, я вам скажу, что очень много добросовестных людей, которые любят свою профессию и понимают, с чем связана эта профессия. Здесь очень много вопросов и моментов. Есть вопросы безопасности государства, связанные с электроэнергетикой. Поэтому базисной отраслью для экономики и безопасности и социальных направлений является на сегодняшний день именно электроэнергетика. Спасибо за интервью. Спасибо Всего доброго. вам. Удачи. В республике продолжается призыв в вооруженные силы Абхазии. После прохождения курса молодого бойца в субботу 16 мая военнослужащие приняли присягу на верность Родине. По словам начальника учебного центра Министерства обороны Абхазии Андрей Барцыца, солдаты хорошо подготовлены к службе, как физически, так и морально-психологически. В течение 3 недель по приказу министра обороны в учебном центре проходила подготовка по курсу молодого бойца. Молодое пополнение готовилось к принятию военной присяги. Шли занятия по боевой подготовке, тактическая подготовка, огневая подготовка. Буквально недавно личный состав совершил марш-бросок с тактическими вводными, с поставленными задачами справились. И сегодня личный состав принимает военную присягу. И по приказу министра обороны личный состав распределен по воинским частям и подразделениям Министерства обороны. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.